В отдаленном уголке старейшего поселка Нерюнгринского района находится Чульманский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Это учреждение социального обслуживания для людей, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении. На сегодняшний день мы имеем работу слаженного коллектива, который сложился уже за последние, так скажем, 5 лет. Нет текучки. Сотрудники собрались такие ответственные люди, добрые, неравнодушные, знают свою работу, на которых можно положиться, действительно оказывают круглосуточный уход нашим подопечным. В этом году мы отмечаем год труда, и действительно можно сказать, люди, которые работают в нашем коллективе, это труженики, это действительно труженики. Несмотря на то, что они приходят, может быть, просто приходят, они трудоустроятся, да, скажем, но проработав полгода, в год, они четко понимают, что это их призвание, социальная сфера. Получая за свою доброту, да, за свою заботу, отдачу от проживающих, то есть теплые отношения, старички всегда благодарят, да, за все, что угодно. Получая такую отдачу от пожилых людей, они проникаются, наверное, пропитываются и понимают, что они не уйдут уже, да, что они будут работать, что им здесь комфортно, им здесь хорошо. Свою историю Чульманский дом-интернат для престарелых и инвалидов ведет с 1993 года. Именно тогда, 31 марта, на основании распоряжения президента Республики Саха-Якутия был открыт дом-интернат. Со временем менялись названия и подведомственность. И в итоге под названием «Государственное учреждение социального обслуживания Чульманский дом-интернат для престарелых и инвалидов» это социальное учреждение продолжает свою деятельность и по сей день. В 1993 году был организован дом престарелых, и он был организован на базе местного муниципалитета для нужд поселковых, так скажем, да, для жителей поселка Чульман. В 2008 году уже появляется административный корпус отдельный, уже меняется название дома престарелых, да, это уже государственное бюджетное учреждение, что сейчас мы имеем государственное бюджетное учреждение Республики Саха-Якутия. Вот. Цели и задачи всегда были одни и те же, да, однозначно это кров. То есть если изначально это был просто кров и убежище для инвалидов и одиноких граждан Чульмана, то сейчас это дом-интернат для престарелых и инвалидов всей республики, нуждающихся в стационарных условиях, нуждающихся в круглосуточном уходе, нуждающихся в наших услугах, которые мы предоставляем. Пожилые люди попадают в учреждения, где потом проживают постоянно по разным причинам. Истории у всех проживающих разные. У кого-то не было семьи и детей, или уже никого из них нет в живых. А иногда близкие сами не могут или не хотят ухаживать за стариками. Пришла работать я сюда в 2018 году, вот будет 5 лет уже. Пришла я вначале вообще сюда как бы посмотреть просто. Всю жизнь проработала в торговле. Решила поменять профессию. Пришла. Конечно, для меня был то, что шок, то, что старички, вот это, да, вот думала, не смогу. Потом пришла и как-то затянула уже само собой. Выучилась на младшую медсестру, курсы закончила. И сейчас я работаю, ухаживаю за тяжелыми больными. В общем, как сказать, в мои обязанности входит уход. Чтобы они были красивенькие, чистенькие, опрятно одетые, пахли вкусненько. В общем, все такое вот входит в мои обязанности. Уход, в общем. Персонала в учреждении довольно много, если считать поваров, сторожей, медсестер, санитарок всех смен и других работников интерната. Это самоотверженные, переживающие за пожилых людей, аккуратные и трудолюбивые люди. Вот 5 января в 22 году
я пришла сюда работать. Коллектив сплоченный, мне очень нравится. Девчонки все друг друга понимаем, выручаем во всем. Как сказать, отношусь я ко всем одинаково, нету, как сказать, я имею в виду по проживающим. Все мне нравятся, всех я знаю по имени, отчеству. В коллективе никогда нету ни ссор. Все, все мы в одной кучке. Ну и надеюсь, что буду дальше работать. Вот уже второй пошел год, как я здесь. И самое главное, каждый из них, помимо основных обязанностей, старается всеми силами скрасить пребывание постояльцев в доме-интернате. Поначалу, естественно, да, тяжело было. Поначалу проживающие как-то, может, с каким-то недоверием, может, встречали меня с взглядом. Потом уже как пообвыклись. Сейчас с большинством в хороших отношениях, шутим с друг другом, как говорится, подкалываем. Куда же без этого? Сюда идут те, кто готов отдать свою доброжелательность проживающим, которые здесь находятся. Потому что здесь злой человек просто не смог бы. Здесь нужна сердечная доброта, забота. По-другому никак. Некоторые отдали работе в интернате десятки лет. Одна из старейших работников, Татьяна Михайлова, свою трудовую деятельность посвятила работе в сфере социального обслуживания населения. Более 20 лет она трудится санитаркой в Чульманском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В ее обязанности входит уход за лежачими больными. Наших подопечных. Подстригаю там ногти, постелем меняем. Вот. В этом заключается моя основная работа. Ну и еще приходится где-то помогать лежачих кормить, которые сами не могут, и их приходится кормить. Где-то там помочь памперс поменять, там, переодеть, кто-то запачкался там. Внимательное и ответственное отношение Татьяны Владимировны к своим подопечным положительно сказывается на их состоянии. Ведь медицинский и обслуживающий персонал – это порой единственные, с кем подопечные интерната общаются во время своего там нахождения. И, конечно, давно уже и врачи, и пациенты стали одной большой дружной семьей. Очень хороший человек. Я здесь живу уже 10 лет. Чтобы какое-то замечание она получала, или что-то сделала нехороший, какой-то поступок, или кого-то обидел. И никогда не слышала и не видела ничего. Очень добросовестная, все, всегда аккуратно, все вовремя, замечательная. Вот она банщицей работает, она нас купает. Сами видите, никто не порванный не ходит, никто не грязный не ходит, все мытые вовремя, все по графику, все идет. Указом главы республики за заслуги в области здравоохранения, за многолетний добросовестный труд, значительный и неоценимый вклад в развитие дома-интерната для престарелых и инвалидов поселка Чульман, Татьяна Михайлова удостоена знака отличия Республики Саха-Якутия «Гражданская доблесть». По ее словам, несмотря на порой тяжелые моменты, менять работу Татьяна Владимировна даже не задумывалась. Сначала я растерялась. Не ожидала, честно говоря, и не думала, что такое возможно в моей жизни. Просто работаешь и все. Я не думала об этом. Ну, конечно, потом со временем маленькая какая-то гордость, наверное, что я в какой-то вклад все-таки внесла. Хороший вклад, думаю, в дом престарелых. Меня все устраивает, мне нравится моя работа. Также продолжаем работать, трудиться на благо. Но даже те, кто пришел работать в дом-интернат совсем недавно, с удовольствием приходят на работу каждый день и уже не представляют свою жизнь без заботы о постояльцах. Приехала я сюда, в Якутию, из Новосибирской области в 2019 году. И в 2022 году, здесь работала в Чульмане. А в 2022 году узнала, что здесь требуется главный бухгалтер. Пришла,
познакомилась с руководителем, пообщались. Очень позитивный руководитель. Все понравилось. Пришла здесь, работаю вот уже целый год. Отношения в коллективе замечательные. Коллектив очень такой добрый, положительный. Нравится, как относятся между собой, все общаются, и с проживающими очень хорошо. Знаете, получается, что я попала как будто в маленькую семью. Вообще здесь очень хорошо. Старость предотвратить нельзя, но ее можно и нужно сделать активной, интересной, к чему и стремятся сотрудники учреждения. И все это кроме ежедневного ухода и оказания помощи пожилым. Есть такое понятие эмпатия. То есть это когда ты понимаешь проблему человека, но не погружаешься в нее, не погружаешься в панику. Вот. Не даешь себя вовлечь, вот бывает там капризы у нас какие-то, да? Вот. То есть пытаешься успокоить. Они нам очень доверяют, все. Даже те, кто не разговаривают. То есть ты по интонации, когда даже человек одно слово говорит, ты по интонации понимаешь, то есть злится он, или он радуется тебе, там, или что-то ему нужно. Вот. Да, тут роль медицинской сестры скорее на втором плане. Да. Ну, еще в наши обязанности входит, естественно, контакт постоянный с поликлиникой. То есть все равно здоровье на первом месте. И учитывая то, что они все со своими болезнями, с множественными, да, с диагнозами определенными, у многих тяжелые диагнозы. То есть все равно мы держим связь с поликлиникой постоянно, с Нерюнгринской центральной больницей. Никто нам не отказывает никогда в помощи. Все понимают, что этот контингент особенный. Всегда нам идут навстречу, за что мы им очень благодарны. Для постояльцев дом-интернат стал домом, в котором их окружали и окружают сотрудники дома-интерната. Чуткие, добрые, внимательные люди, которые ежедневно отдают тепло своей души тем, кто остался в конце своего жизненного пути без поддержки близких, тем, кто в силу жизненных обстоятельств оказался под одной крышей. Пришла я в 2015 году работать в дом престарелых. Пришла по объявлению, просто случайно по объявлению. Вот. Ну, как-то сразу влилась в коллектив. Коллектив мне очень понравился. Живем дружненько, так сказать, сплоченно. Особенно, когда сплачиваемся, когда у нас, у кого-то из сотрудников бывают сложные ситуации семейные, какие-то проблемы. Вот. Сначала мне было немножко тяжело в том плане, что я не могла с проживающими, как сказать, просто я себя чувствовала не очень ловко среди инвалидов, потому что никогда с этим не сталкивалась. Но постепенно как-то вот влилась в это. И теперь, в общем-то, я спокойно могу разговаривать, могу общаться, могу помочь пройти, поговорить. Кто-то пожалуется, кому-то денежки на телефон нужно положить. Вот, как-то просьбы, в общем-то, исполняем. Вот, очень хорошо мне здесь работать. Время летит очень быстро, потому что все это в работе, как-то все это незаметно, и все, как сказать, что скоропалительно даже. Вот за 8 лет, которые вот я отработала, мне кажется, я только пришла на работу. Так что все это очень... а всегда время летит тогда, когда хорошо, когда в коллективе есть хорошая атмосфера, друг друга понимают с полуслова. И в этом плане, конечно, здесь работать очень хорошо. Внимание и труд соцработников вселяют уверенность и чувство защищенности у старшего поколения, одиноких граждан, оставшихся без поддержки близких. Понимание того, что они не одни в этих сложных условиях. Рутина, суета, рабочие неурядицы – это все лечится, когда видишь новую жизнь. Важно успеть дать старшему поколению достойную старость. Это уходящая эпоха, которую хочется успеть обнять и поблагодарить. И вопрос настолько о малом, о каких простых потребностях – чистоте, тепле и человеческой заботе.
Просто работаем, просто добросовестно исполняем свои обязанности. Каждому индивидуальный подход, как я уже говорила. Кто-то больше внимания требует к себе, кто-то меньше, кто-то совсем скромен и категорически в контакт отказывается вступать. Но все равно мы внимательны к каждому. Старики, они как дети, и даже более чем дети. Все со своими заболеваниями, со своим прошлым. Для удобства перевозки постояльцев дома-интерната Министерство труда и социального развития региона выделило учреждению специальный автомобиль, оборудованный всем необходимым для перевозки постояльцев интерната в медицинские учреждения на обследование и лечение. Постояльцы живут в одно-, двух- или трехместных комнатах. В комнаты расселяют бабушек и дедушек по психологической совместимости, интересам, привычкам, особенностям поведения. Вместе они собираются в холле, где могут пообщаться. В условиях интерната пожилые люди находятся в социуме, общаются друг с другом, интересно проводят свободное время, получают медицинский уход. Питание шестиразовое с учетом медицинских показателей и заболеваний. Работаю более уже 5 лет. Пришла с торговли, круто поменяла. Коллектив замечательный. Люблю бабушек и дедушек. Всю жизнь проводила в деревне, поэтому сюда и пришла. Бывают у них свои, конечно, так сказать, эмоции. Кто-то выплескивает, кто-то в себе держит. Конечно, не получается, когда свободное время, каждого подойдешь, там обнимешь, пожалеешь. Много сказать, жизнь такая, что некоторые даже не ожидали, что они здесь окажутся. У кого-то, допустим, вот родственников нету, заменяешь как-то. У кого есть родственники, но приезжают, проведают их. Вот, конечно, охота побольше им внимания уделять, но есть своя работа. Было тяжело, хотелось иногда уходить, но, знаете, когда любишь бабушек и дедушек, и все-таки как затормозило. То, что и ребенок в армии, когда был, с ним все-таки поговорила, он говорит, если тебе нравится, оставайся. Всяко бывает в жизни ситуации. Ничего, справишься. Как говорят сами работники, главным средством, чтобы не впадать в хандру, является слово, так как проживающим хочется поговорить и чувствовать себя нужными. Кому-то сложнее найти подход к постояльцам, а кому-то наоборот, с первых дней работы удается расположить их к себе. Контингент, конечно, у нас как бабушки, дедушки, пожилые граждане. Отношения складываются у меня как бы очень хорошо. Так как я сама со Средней Азии, у нас как бы уже в крови, наверное, что как бы относиться к пожилым, к старым людям как бы с уважением, с почетом. Как бы очень легко мне с ними. Я когда даже ухожу в отпуск или на выходные, они даже прям потом ждут меня, когда я выхожу снова на работу. Им каждому нужен индивидуальный подход. Им не хватает внимания. Они очень любят, когда их слушаешь. Конечно, жалуются и на здоровье, и все время пересказывают свою жизнь, как жили они до, как бы оказаться в доме престарелых. Их надо слушать, и внимания им очень много надо. Конечно, индивидуально. Так. Квалифицированный и добросовестный труд персонала обеспечивает достойный уровень жизни и социального обслуживания людей, проживающих в Чульманском доме-интернате. Профессиональный уход, бытовое обслуживание, лечебные процедуры и организация досуга. В интернате предусмотрены все мелочи, чтобы постояльцы чувствовали себя максимально комфортно. По первости, я думала, я не смогу. Все равно прямо это самое. Потом я настроила себя. Думаю, это нормально, естественно, они тоже нуждаются в помощи. Все-таки они же беспомощные, кто им поможет, если не мы, как говорится.
И сейчас я уже не представляю, как бы без них. Вот у нас есть пациент, он говорит: ты только нас не бросай. Я говорю: конечно, не брошу. Но они очень благодарны, знаете, когда их переодеваешь, умываешь, они очень благодарны, всегда говорят спасибо. Это прям, ну как бы вам сказать, это ну, просто это благодарность, это очень прям, ну, радостно, вот когда вот доставляешь, ну, людям, как говорится, счастье, как говорится, да. Поэтому вот, ну не знаю, мне очень нравится это, уход за ними. В интернате периодически проходят дни открытых дверей, где гостям рассказывают о работе персонала, предоставляют возможность оценить комфортабельность условий, ознакомиться с меню и пообщаться с постояльцами интерната лично. Также, безусловно, пожилым людям необходимы дополнительные забота, уход, внимание и медицинское обслуживание, а также социально-бытовая помощь. Забота и помощь – не просто слова. Различные благотворительные акции от предприятий и организаций района, а также участие волонтеров и просто неравнодушных жителей помогают тем, кто действительно нуждается в этом. Предыдущим руководителем нашего учреждения Оксаной Валерьевной Гнилевской был создан попечительский совет в учреждении. Это вообще было новшество такое, да. Сейчас мы понимаем, что это действительно, он был необходим, потому что попечительский совет – это привлечение не только волонтеров, это привлечение крупных фирм к какому-то сотрудничеству. Не обязательно это какая-то, может быть, материальная поддержка, да. Это просто даже вот их приезды, этих неравнодушных граждан, как они общаются с проживающими, сколько они дарят тепла, организовывая такие, скажем, семейные даже концерты. Это вот очень хорошо, это позитивно очень влияет на настроение подопечных. Это хорошая такая традиция у нас, устоявшаяся уже стала. Мы всегда говорим слова благодарности всем этим людям. Сейчас их становится все больше и больше. Мы уже общаемся просто, если раньше это были какие-то редкие звонки, теперь это абсолютно постоянная практика. Они не пропускают никаких праздников, они всегда приезжают. Но так как люди рабочие, даже вот в выходные спокойно могут приехать, пообщаться с нашими проживающими. Вот это прекрасно. Отмечая свой 30-летний юбилей, все без исключения работники Чульманского дома-интерната с уверенностью могут сказать, что каждый рабочий день, проведенный в его стенах с постояльцами, прошел не зря. И хоть чуточка доброты и заботы обязательно нашла своего получателя.